За прошедший 2022 год на территории республики было зарегистрировано 1606 дистанционных мошеннических действий на сумму 255 миллионов 792 тысячи 215 рублей. Общая сумма ущерба, причиненная дистанционными мошенниками жителям Якутии за 10 месяцев 2023 года, превысила 727 миллионов рублей. За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 1827 фактов дистанционного обмана граждан и 575 случаев неправомерного списания денег с карты. Анализ показывает, что наиболее подверженными дистанционным хищениям в 2023 году в более чем 50% случаев потерпевшими являются представители женской половины населения республики. А чуть более 46% относятся к мужской половине населения. Портрет потенциального потерпевшего – это достаточно молодые люди, работающие по найму, как правило, с высшим образованием, которые хорошо ориентируются в сети интернет, которые совершают в сети различные действия, в том числе и финансовые, достаточно благополучные, с хорошей кредитной историей, чтобы иметь возможность оформить займ на крупную сумму. Основным инструментом злоумышленников для хищения средств осталось использование приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием довольно быстро и добровольно переводит денежные средства и раскрывает банковские сведения, которые позволяют злоумышленникам совершить хищение. И сегодня в нашей передаче про деньги мы расскажем о том, как не отдать мошенникам свои деньги. У нас в гостях Посельская Алена Николаевна, старший следователь Следственного управления Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Якутская, отдела полиции номер 4, майор юстиции. Здравствуйте, Алена Николаевна. Здравствуйте. Тема нашего выпуска сегодня – это борьба с финансовыми мошенниками. И первый вопрос, который я бы хотела вам задать, он связан с самыми распространенными схемами, которые используют дистанционные мошенники. Расскажите, пожалуйста, существует ли рейтинг мошеннических схем? Да, на первом месте это звонок от представителя банка, на втором месте предложение подзаработать, на третьем месте сообщения или электронные ссылки, на четвертом месте предложение получить выплату откуда-либо, и пятое место это сообщение или звонки с просьбами помочь родственникам или знакомым, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сначала разговаривают, рекламируют, что у них в банке всякие акции проходят, и что вот человеку, которому они позвонили, повезло, и что у него есть шанс получить прибыль, и что ему можно будет сейчас, если он отправит деньги на этот типа вступительного взноса, удвоить вот это деньги. Или утроить свои деньги, да? Угу. Ну, как мы с вами знаем, банки же не осуществляют такие звонки. Нет, не осуществляют. Очень сложно. Ага. А если о предложениях заработать, то это в основном где? Это тоже рассылки по WhatsApp, либо в Телеграме, либо сообщения приходят, переход по этим всяким приложениям, где можно подзаработать на инвестициях. Закинуть удочку? Да, удочку закинуть, и вот люди сразу почему-то сразу соглашаются. Ну, вот не зря же называются вот эти сайты, с помощью которых мошенники получают персональные данные своих потенциальных жертв. Эти сайты называют фишингами. А фишинг — это же рыбалка. Да. Ну, то есть они удочку закинули, человек повелся, да, зашел по этой ссылке, внес свои данные, даже номера карт люди со спокойной душой там оставляют, номера телефонов и так далее. То есть здесь сразу мошенники получают вообще полную картину финансов человека, ну вообще финансовой жизни человека, финансовых инструментов человека. Звонит сотрудник полиции и говорит, вот, что какой-то гражданин попал, случайно убил человека, наехал на машине, либо еще что-то, и просит матери перевести деньги, тогда они закроют дело. Если телефон поняла женщина, пожилая, конечно же, если у нее есть ребенок как раз, и вот по описанию подходит,
она сразу, конечно же, переводит деньги, чтобы спасти своего ребенка. Много ли таких случаев у нас в республике? В республике не сильно много, по России есть. По России Да. есть, да? Алена Николаевна, вот насколько вообще вероятно человеку вернуть свои средства, которые у него украли финансовые мошенники? Сложность возврата похищенных денег заключается в том, что если клиент банка самостоятельно сам подтвердил все операции, как это обычно происходит, то деньги вернуть уже невозможно, потому что он сам лично назвал свои данные, отправил коды, назвал какие-то там пароли, и хочет совершить какие-то еще действия по своей карте, допустим, Переводы, там, переводы, да, или закрыть счет, снять все деньги. да? или Установить получить мобильное какие-то- приложение, допустим, да, надо. Да. Банки, я так понимаю, идут вам всегда навстречу, да, чтобы ускорить ход расследований, чтобы все-таки помочь вам как-то. Да, банки помогают. И скажите, вот сейчас у нас в России формируется единая база мошеннических счетов и номеров. Вот, вы передаете в эту базу вот те номера и номера счетов, и номера телефонов, которые вы выявляете в ходе расследования, что это действительно там мошеннические номера. Потому что ведь не так давно Банк России заявил, что формируется единая база, которая вносится в единый реестр. Этот реестр передается всем финансовым организациям, всем банкам. И если вдруг банк отправил деньги на счет, допустим, мошенника, да, который был указан в этом черном списке, который ведет Центральный банк Российской Федерации и МВД, вот, то банк по умолчанию должен вернуть деньги своему клиенту. Да, Тут есть. даже не надо искать там виноватых там, и так далее. Вот банк просто в течение 30 дней возвращает, и все. Да, есть такое. Есть такое, да? И вы тоже формируете эту базу. Это есть специальная организация в МВД, которая занимается именно мошенничеством. Мгм. То есть отдельное подразделение. Мгм. И они вот выявляют, отправляют, формируют, и все это работает как один единый организм, Да. направленный на борьбу с мошенниками. Да. Алена Николаевна, да, хорошо, вот такой рейтинг, довольно-таки много схем, которые используют мошенники, но они же не сидят на месте. И цифровые технологии развиваются, вместе с этим развиваются и появляются, точнее, новые способы, которые разрабатывают мошенники. Есть ли такие новые способы, которые появились именно в 2023 году? Да, в 2023 году появились новые. Это звонки в WhatsApp именно, переписка в Телеграме от имени руководителя, также лотереи в WhatsApp, установка вредоносных приложений и фейковые мобильные приложения банков и брокерских компаний. Никто не должен звонить по WhatsApp гражданам, особенно банки и правоохранительные органы, только через телефоны, которые официальные, указанные на сайтах и так далее. Которые указаны в качестве официальных. Да. Конечно, надо обратиться в органы полиции с заявлением о произошедшем. Также обязательно надо обратиться в банк, сообщить о случившемся. Ну, мы примем заявление и всячески попытаемся помочь. Ну, мошеннические схемы, они всегда одинаковые, но последствия могут быть для каждого человека быть разными, правильно? И поэтому лучше учиться на чужих ошибках, чем набивать свои шишки, да? И поэтому давайте расскажем побольше о таких случаях. Женщине позвонил по телеграм руководитель, то есть начальник ее, и там попросил помочь с деньгами, отправить ей. Миллион? Да. Руководитель попросил у своего сотрудника Да, миллион именно. по телеграм, и сотрудник? Она взяла кредит и отправила ему. Она даже не стала ему перезванивать, не убедила, что это реально руководитель. А как? Она говорит, что она была как будто загипнотизирована. Нет, ну не может же быть так, что вот, например, человеку позвонили и сказали, вот, ну, там, мало ли мне позвонит тоже мой начальник, допустим, да, и скажет, вот у меня такая трудная ситуация. Ну, во-первых, как бы я исхожу уже из своей ситуации, есть у меня эти деньги в наличии или нет. Ну, в кредит я точно не пойду ничего брать. Ну, Вот тут женщина- почему она так сделала? Ну, она такая наивная, добрая женщина попалась, пожилая.
и поверила. И она потеряла свои деньги. Да, И сейчас она должна банку 1 миллион. именно. А как банки идут навстречу таким жертвам дистанционных мошенников? Вообще есть какие-то случаи, когда банк, например, отменял какие-то операции? Ну, в моем случае такого не было. Не было, да? Нет. То есть все равно, ну, конечно, это же финансовая система, Потому это что определенные человек правила. сам дает согласие, называет свои данные и также операции проводит. И Но об банк- этом, да, об этом мы еще поговорим, потому что в самом начале, когда только вот мы начинали этот выпуск, я как раз озвучила статистику, которая есть у нас, действует у нас по республике, да, и все-таки хотелось разобрать подробнее с вами портрет жертв. Вот именно жертв мошенников, жертв финансовых мошенников, жертв, которые попадают под влияние вот этих вот лжеброкеров, лжеинвестиционных компаний, которые ведутся на такие высокие, там, допустим, какие-то условно высокие ставки, да, по вкладам и верят в какой-то неимоверный доход и так далее. Вот давайте подробнее, может, остановимся на этом и разберем, вот кто чаще становится жертвами мошенников, которые хотят заработать на инвестициях. Ну, в основном это женский пол, женщины 30 да, и выше, 49 и больше бывает, да. До пенсионного Да. возраста, да? Мгм. Мужчины более меньше процент, но все-таки они тоже попадаются. Мужчины тоже наивные. А действительно ли то, что вот мошенники умнее стали и стали выбирать себе жертв именно платежеспособных? Потому что вот раньше, ведь если брать, например, сравнить, да, 2022 год и 2023 год. В 2022 году случаев было больше, но суммы хищений были меньше. Да. А в 2023 году вроде как жертв меньше, да? Да. А суммы, они же большие. просто какие-то не... Это же ужасные суммы просто. И у одного человека мошенникам удается выманить, ну, как похитить, да, от миллиона и выше. И ведь они знают, кому они будут звонить, да? То есть они выбирают жертву, это кредитоспособный человек, которому легко одобрят кредит, Да. и человек этот спокойно может, получается, оформить кредит, оформить там еще что-то продать из своих активов, если у него есть недвижимость, да, какое-то имущество. Мы говорим сейчас о городе Якутске. А в Улусах как обстоят дела? В Улусах более меньше. Меньше, да? Да. А что этому способствует, что там вот все-таки меньше жертв? Ну, в Улусах, дистанционных мошенников? потому что там в основном люди, якутский народ, а мошенники звонят же на русском говорят, и там в основном не понимают. Очень много и других финансовых мошенников, которые не упустят случая украсть чужие деньги. Да, есть случаи, когда по объявлению, допустим, размещают о том, что установят мебель, там кухонную или в зале, там, и люди соглашаются и переписываются с этими людьми, после чего переводят им деньги на установку мебели. А в итоге мебель никакую никто не устанавливает. Они просто собирают... Просто деньги берут и все. А там реклама всякая есть о том, что они установили вот всякие мебели. Ну, реклама. А где в основном мошенники размещают свою рекламу? В Юле, в Доске и всяких объявлениях, да. И также спам-рассылки вот бывают же. WhatsApp, Там, да? Да, WhatsApp. WhatsApp, Telegram очень Популярно. да, популярное место. Поэтому нужно быть аккуратнее. Я вот тоже замечаю, что очень много появляется групп в WhatsApp. То есть приглашения отправляют, допустим, мне даже знакомые очень много отправляют, там, продают, что только не продают. Продают продукты, там, одежду, совместные закупки какие-то, что-то очень много всего. Но вот все-таки соблюдать информационную гигиену — это очень важно. Ведь в таких группах же можно нарваться и на мошенников. Да. Потому что вы в рейтинге указали вот один из видов мошенничества — это лотереи, Лотереи, которые да. происходят. Да. Что это такое вообще? Ну, тоже как бы рассылка. Рассылка приходит в WhatsApp, и там типа регистрируешься, и там игра какая-нибудь, либо конкурс, где участвуешь, и есть возможность выиграть лотерею. Хорошие призы, либо деньги.
но в итоге это, конечно же, мошенничество. Вступительные взносы требуют в таких ссылках, и там вероятность выигрыша типа очень большая. А на самом деле нет. Деньги отправляете и ничего не выигрываете. Алена Николаевна, вот за телефонное мошенничество что грозит преступникам? Грозит 10 лет лишения свободы Это сумма от какой суммы? от 1 миллиона. От 1 миллиона. Это получается, что преступник, обманув человека, может получить 10 лет. И ему еще назначат выплату, да? Да, Как пострадавшему. Мгм. А если, например, человек сам отдает, вот, ну, стал, конечно, жертвой, да, пришел, написал заявление, но при этом он сам назвал все данные банковских карт, он сам сходил, оформил кредит ногами в банк, подписал все бумаги и сам же своими руками перевел это все через банкомат на счета преступников. В этом случае преступники вообще будут пойманы? В любом случае, да. А в этом случае тоже эта же статья будет действовать? Вот как, Да. какая? Такая же 159-я? статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Алена Николаевна, давайте расскажем нашим телезрителям, как можно защититься от мошенников. Запомните, пожалуйста, что сотрудник полиции и банковские сотрудники, также сотрудники государственной структуры никогда не спрашивают у граждан банковские реквизиты, также счета, номера карт, пин-коды. Не проводите операции по банковской карте по просьбе третьих лиц. Не устанавливайте это приложение с неофициальных сайтов, потому что вы можете установить вирус, который получит доступ к вашим СМС-сообщениям и вскоре спишет ваши денежные средства. Также не пользуйтесь сомнительными приложениями как в телефоне, так и в интернете. И не совершайте покупки в непроверенных интернет-магазинах, сайтах, приложениях, если они требуют стопроцентную предоплату. Также всегда надо проверять на наличие, на идентичность электронные почты и профили в социальных сетях с указанными на официальных сайтах, чтобы не столкнуться с ресурсом двойником. Алена Николаевна, а куда обращаться, если вдруг человек стал свидетелем или жертвой мошенников? Вот куда ему идти? Ну, сначала, конечно, позвонить в банк, сообщить о случившемся, и потом уже в отдел полиции написать заявление о мошенничестве. По месту Да, прописки, по месту жительства? По месту жительства. Ага. Мгм. Либо позвонить на горячую линию. На горячую линию? Да. По горячей линии тоже можно? Да, обязательно. Можно. Мгм. 102. Нужно ли там, допустим, называть какие-то данные? Что вот человеку нужно? Как нужно ему подготовиться к звонку в полицию? Что ему нужно сказать? Просто представиться Мгм. и сообщить, что случилось. Мгм. Если И- человек сам не сможет приехать, сотрудники полиции сами к нему выйдут. Да. Или участковый к нему подойдет? Да. Участковый, да? Либо СОК, следственно-оперативная группа. Следственная оперативная Мгм. группа. Какие есть вообще случаи вероятные и невероятные вот именно дистанционного мошенничества, когда мошенники используют любые способы, чтобы украсть чужие деньги? Есть только не дистанционный. Есть тоже также аренды. Очень много сейчас случаев мошенничества, когда объявление выкладывается об аренде каких-то товаров и техники бытовой. Допустим, там пылесосы, да, вот всякие, которые чистят. Бытовые, да? Да, Не бытовые или строительные? бытовые и строительные. И вот, допустим, берут в аренду и не возвращают. Это тоже вид мошенничества. Это тоже рассчитывается Да. как мошенничество? Мгм. Интересно. Так там они же, когда, допустим, вот, обращаешься в такую контору, там же ты оставляешь паспортные данные, оставляешь залог за эту технику, и неужели эти суммы не покрывают расходы? Несмотря на это, все равно совершается такое. Допустим, вот берут в аренду и там продают или присваивают. Мгм. И еще хотелось бы спросить, вот в одной из местных газет было написано, что девушка обратилась в одну из контор, которая тоже занимается там трудоустройством, инвестициями и так далее, да? И ей сказали, что чтобы получить кредит, они могут ей помочь в оформлении справки 2 НДФЛ.
Это является мошенничеством, вот такие вот действия? То есть девушка изначально, она была безработная, она нигде не работала, но при этом, чтобы получить кредит, конечно же, ей нужна справка 2 НДФЛ, потому что банк не выдаст кредит человеку, если у него нет дохода, да. Вот. И эта контора ей предложила, точнее, оформить вот такую вот справку. Насколько это законно вообще? Это незаконно. НДФЛ надо брать только по месту официальной работы. Подделка каких документов еще грозит человеку 159 статьей? Вот так скажем. Подделка всех документов, паспорта, удостоверения, свидетельства о рождении. От любых вообще? Любых. Нельзя подделывать документы. Но 2 ндфл это считается официальным документом. Да. Спасибо вам, Алена Николаевна, что вы пришли к нам в гости в нашу передачу и рассказали о таких интересных случаях. Я уверена, что нашим телезрителям эта информация будет полезна. И мы ждем вас в наших следующих выпусках. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. В октябре текущего года президентом Российской Федерации подписан закон, который направлен на защиту граждан от действий дистанционных мошенников. Этот закон обязывает банки в течение 30 календарных дней возвращать похищенные злоумышленниками средства. Однако деньги будут возмещены лишь в случае, если банк осуществил перевод на счет, который находится в черном списке. Это специальная база Банка России. Банк обязан отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России, в настоящее время сведения об этих так называемых дроперах банки получают из базы данных регулятора, а именно только Банка России. Если клиент решит перевести деньги на счет из этой базы, то банк обязан будет перевод приостановить для переводов по поручению или отменить для системы быстрых платежей и других случаев. Возобновить операцию или сделать повторную можно будет только через 2 дня. Ожидается, что за это время человек может передумать. При этом банк должен сообщить клиенту, что операция прервана, как ему избежать мошенников, как продолжить проведение операции, если это нужно. Клиент может отправить подтверждение операции или запрос на повторный перевод в соответствии с условиями договора, а банк имеет право запросить у клиента подтверждение его добровольного согласия, если получатель денег или сам счет числится в базе связанных с мошенничеством, то банк даже после подтверждения вправе задержать операцию еще на 2 дня. Если и после этого клиент подтвердит операцию и деньги попадут к мошенникам, то банк уже не будет нести за это ответственность, ведь клиента предупредили, и он сам принял решение. В таких случаях деньги можно вернуть. Банк будет обязан возместить ущерб, если нарушил требования нового закона, а именно в тех случаях, когда сделал перевод получателю, связанному с мошенничеством, не уведомив клиента о рисках и не задержав операцию на 2 дня. Не уведомил клиента о том, что операция может проводиться без его добровольного согласия. Банк сделал перевод после того, как клиент отправил уведомление об утере карты или утечке данных. Как будет проходить возврат денег? Банки будут возмещать потерянные деньги клиенту за свой счет. Делать они это будут обязаны за 30 дней в случае переводов внутри страны и за 60 дней для трансграничных переводов. Чтобы получить деньги, клиент должен подать заявление. По закону банк обязан вернуть деньги, если вы выполнили 2 условия. Первое. Сообщили банку о краже денег с карты не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас о подозрительной операции. Не успеете, банк имеет право вам отказать. И если вы не нарушали правила безопасности при использовании карты, в частности, не сообщали мошенникам данные карты, не хранили пин-код вместе с картой, не писали код на самой карте, не позволяли никому делать ксерокопии или фотографировать вашу карту, если же банк докажет обратное, то он не вернет вам украденные деньги. Как именно вы должны сообщить о краже? Вы можете сделать это по телефону или лично в отделении. Это прописано в вашем договоре. Чтобы не терять времени, лучше сразу позвонить в банк и уточнить порядок действий у оператора. Но в любом случае,
вам придется сходить в отделение банка, чтобы написать заявление о несогласии с операцией с требованием вернуть деньги. Сохраните у себя копию заявления с отметкой о том, что банк его принял. Поскольку кража денег – это уголовное преступление, обязательно напишите заявление в полицию. Возможно, ваша информация поможет быстрее вычислить и поймать преступников. Соблюдайте простые правила финансовой безопасности. Относитесь к своим деньгам с большой ответственностью. Не доверяйте тем, кто начинает свой телефонный разговор или любой разговор с вопроса безопасности ваших денежных средств или предложения высокого дохода или заработка. До новых встреч в эфире!